Мир вам, братья и сестры. Очередной нож вот такой вот сотворили, небольшой. Желуд держится плотно в ножнах. Вынуть надо, пальцами вот так вот просто упираетесь. Он вынимается лезвием вверх, как по якутским обычаям. Вот. И покажу сразу, как он в деле немножко. Это вот рог лося. Ну, то есть, если косточку заденете, ничего ему не будет. Специально, конечно, кости им рубить не надо. Тут сведение очень в ноль. Сведение в ноль, и угол заточки очень острый. Так, слагали. Тут транспортерная лента. Старая такая, засохшая уже. Ну, в общем, вот так вот режет. Замерзшая еще, сейчас холодно, у нас уже зима. По дереву покажу. Вот срез гладкий. Ну, можно и тоненько поработать вот так. Стужечки такие заворачивать. Так, что у меня еще есть? Ух ты. Это хвостик коровий или бычий крупного рогатого скота, в общем. Вот так вот он его бреет. Все не ешь. Так, еще так покажу. На весу режу, да, как бы немножко неудобно, но и хвостик такой уже подсохший немного. Аккуратно, руку не съешь. По газетке проверим. Именно так. Вот, и уход покажу еще. Рано или поздно затупится, любой нож тупится. Значит, вот самый такой демократичный способ заточки. Деревянный брусок, желательно из твердого породы дерева с ровными плоскостями, можно даже с одной ровной плоскостью. Кусок наждачки, это вот в автомагазинах такая продается, швейцарская, по-моему. Ну, гридность это 2,5, это финишная, самая мелкая. Там 180 можно, если сильно затупился. Потом постепенно переходить, и чтобы 2,5 заканчивать, например. По плоскости со стороны долова, то есть никаких движений. Чтобы не порезаться, лучше, конечно, вот на чем-то, на столе, например, так безопаснее будет. Вот. По плоскости никаких углов выдерживать не надо. С обратной стороны слегка заусенчики сняли. Вот. И попробовали. Можно еще заточить сильнее. Вот. И что еще? Такой уход. Это вот домашний баллистол. Тут 3 ингредиента.
Баллистол это вот аналог баллистола того, который вот по составу разобрал, Фил Романов, вот я от него научился. 20 грамм скипидара, 25 грамм керосина и 100 грамм вазелиновое масло. Все тщательно перемешиваем. И этим составом смазывать клинок, если на долгое хранение его куда-то кладете, долго не планируете пользоваться. Да и так не помешает никогда, что-то еще его жалеть. Вот. И смазывать ножны, потому что ножны тоже это уход за кожей, за любой нужен. Этим же составом, кстати, и обувь можно смазывать, оно и раньше вообще как косметическое средство использовалось, поэтому вот, то есть вещь очень полезная такая. Вот. Примерно, значит, вот ножны так вот смазали обильно. И все, они у нас не будут пересыхать, они будет кожа эластичная всегда. То есть она ножны тут по-другому немножко сделаны. Не так, как раньше делал, что вот дерево только вот на... А тут полностью из двух половинок можжевельника. Если когда-нибудь получится такое, что нож будет туго, плотно заходить, значит, берете опять же наждачку, сворачиваете ее вот так вот в трубочку и пальцем вот так вот опять же устье ножен подрабатываете до тех пор, пока нож будет приемлемо выниматься, чтобы и не упадало, чтобы сидел плотно, не упрыгивал сам. Вот, в общем-то, примерно так. Всего доброго, до свидания.